Те, кто сегодня сдавал географию и литературу, приходили в аудитории 23 школ не с пустыми руками. Это вполне понятно. Помимо паспорта и ручки на столе вода и шоколадка. Последние минуты перед началом экзамена для многих выпускников превратились в вечность. И пока школьники ждали своей участи, долгожданные конверты с экзаменационными материалами, как говорится, спешили к своим адресатам. Экзаменационный материал в срочности доставлен в пункт сдачи экзамена. Например, на базе 16-й школы Грозного, точнее 505-го пункта проведения экзамена, сегодня сдавали географию 189 человек. 246 ЕГЭ-туристов делали это в 7-й гимназии. Всего 5 школ Грозного сегодня принимали учащихся по республике в день сдачи основных предметов. Эта цифра достигает 62. Продолжительность экзамена 3 часа. 2 организатора должны быть в аудитории и один общественный наблюдатель имеет право сидеть в аудитории. Если ребенку нужно выйти по личным делам, то он может выйти со сопровождением организатора. Или если ему нужна медицинская помощь, тоже только со сопровождением организатора участник проводит в медпункт. География и литература – это так называемые предметы по выбору. Обязательные начнут писать уже в этот четверг. На 28 мая назначен экзамен по русскому. ЕГЭ-2015 – это 600 тысяч выпускников этого года и около 100 тысяч прошлых лет. Мы даже вчера, в воскресенье, провели пробный ЕГЭ без детей. То есть отрепетировали все, что там происходит, прямо на камеры, смотрели в мониторы, это все прослеживали. Вчера все аудитории проверили, воду поставили, стаканчики поставили, часы проверили. Часы мы даже утром 2 раза проверяли, потому что обычно почему-то они дают сбой. Экзамен сегодня сдавали не только сами учащиеся, но и организаторы, ведь они к ЕГЭ готовились не меньше, чем сами дети. Специалисты заняли свои места еще в 8 утра. В полной готовности оргтехника. Компьютеры подключены к сети. В режиме онлайн здесь отслеживают ход единого госэкзамена. За каждым пунктом следит отдельный наблюдатель. Во всех пунктах мы установили камеры, которые имеют четкое изображение. Мы производим наблюдение за всеми пунктами проведения экзамена. В сегодняшний день у нас их 23 пункта. С какой целью? Чтобы выявить те или иные нарушения, которые будут допускать обучающиеся, которые сдают единый государственный экзамен. Для всех детей одинаковые условия. С этой целью сделана вот такая вот система. И в этом году все наши пункты выведены на федеральный монитор, то есть в режиме онлайн. Видеонаблюдение на пунктах сдачи ЕГЭ в Чечне внедрили еще в 2011-м. Ежегодно система модернизируется. Так, этой весной во всех пунктах сдачи обработки материалов госэкзамена установили IP-камеры. Они дают качественную картинку, которая позволяет видеть даже мелкие предметы. Угол обзора 90 градусов. В радиусе 100 метров от гимназии не видно ни одного родителя. С правоохранительными органами, что связано, вопрос стоит очень жестко. Дети, чтобы зайти, 2 кордона прошли, через металлоискатели прошли. При малейшем подозрении на нарушение наблюдатель связывается по телефону с руководителем пункта проведения ЕГЭ. За работой самого ситуационного центра следит министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов. Мы имеем доступ к любому пункту проведения экзамена, к любой аудитории. Вместе с нашими ответственными работниками мы просмотрели практически все аудитории. Во-первых, видимость очень хорошая. Но хотел бы заметить, что вот в этом году действительно наши организаторы тоже подтянулись. Идет процесс соответствия с нормативными правовыми актами Рособорнадзора, Министерства образования и науки Российской Федерации, и никаких нарушений на пунктах приема экзамена Чеченской Республики нет. ЕГЭ-2015 – это некоторые нововведения. Например, в тестировании по иностранному языку появился раздел «Говорение». Устная часть, единый госэкзамен по математике, тоже обязательно впервые пройдет в 2 этапа. 1 июня будут писать базовый уровень, которого достаточно для получения аттестата. А вот если выпускник планирует поступать в вуз, где эта дисциплина основная, то ему придется сдавать профильный, это уже 4 числа. Алевтина Бонадыйкова, Лиза Чепханова, Муслим Типаев, Муса Астемиров и Луиза Юнусова. Новости.